предоставить спикера. Я приглашаю первого спикера Хуршед Шерматов, арт-директор Алиф-банка. Влияние брендинга в бизнесе. Все верно. Все верно, да? И напомню сразу, Хуршед, напомним аудитории, что у нас не просто так здесь книги, да, а это книги самым активным участникам. Да? Поэтому у нас есть время для того, чтобы еще позадавать вопросы. Обязательно. Да? Спасибо, Хуршед. Спасибо. Всем привет, салам алейкум. Вопросы, которые я хотел задать, уже задали, ну, кроме одного. Есть ли среди вас еще дизайнеры? Ну, кроме нескольких, которых я точно знаю. Что-то еще? Да? Хорошо, отлично. В принципе, я буду больше рассказывать про локальный брендинг и визуальную идентику. Обязательно расскажу небольшие подробности про все эти слова, особенно для тех, кто, скорее всего, не является дизайнером и у кого нет особого опыта взаимодействия с какими-то студиями. И учитывая какие-то самые базовые понятия, начну с брендбука. В целом, за последние несколько лет я замечаю, что тенденция в плане необходимости для какого-то бренда определенного свода правил становится все больше и больше. Локальный бизнес стал понимать, что им необходим брендбук. При этом не всегда понимают суть брендбука. Порой брендбук даже путают с гайдлайнами. И брендбук на самом деле гораздо большую информацию. Он не только про визуальную идентику, это целый документ компании, в котором описывается концепция бренда, целевая аудитория, позиционирование компании. Ну и в целом брендбук он больше необходим для отдела маркетинга какой-то огромной большой компании. Есть такая штука, как идентика. С идентикой все попроще. Чаще всего именно доказывают ее. Я имею в виду как со стороны бизнеса. Визуальная идентика, visual identity, переводится как идентичность. Это узнаваемость брендов, и в идентику входят как базовые визуальные элементы, логотип, типографика, цвет, иллюстрация, иконки, фотостиль, анимация, так и какие-то осязаемые, такие как запах, вкус и тактильное ощущение. Я еще также хочу сказать, если вдруг по ходу дела будут какие-то вопросы, можно прям смело поднимать руку, перебивать. Мне это нравится больше, чем самому сидеть монотонно и что-то рассказывать. По тем двум какие-то вопросы есть? Далее идет гайдлайн. Гайдлайн он сам по себе на самом деле больше относится к отделу брендбука, но может жить и своей отдельной жизнью. Иногда его просто заказывают отдельно, имея логотип и несколько каких-то сопутствующих материалов. В гайдлайне описываются правила и ограничения, соблюдая которые вы можете сохранить уже продуманный, разработанный стиль. В гайдлайнах описывается вплоть от минимального размера логотипа до кода цвета и того, как и что можно печатать. Гайдбуки больше необходимы для дизайнеров, то есть дизайнеров, которые работают уже в какой-то компании, и могут быть полезны типографиям, то есть если компании нужно что-то распечатать, то благодаря этим гайдлайнам все могут понять, какие цвета и какие профили соблюдать. Ну и также SMM-специалистом, может быть, каким-то фрилансером, которым тоже это можно передать. Такая штука, как мокапы, наверняка очень многие слышали. Мокапы помогают дизайнерам. Вопрос? Слушаю. Я прошу прощения, у меня коллега говорит, вас плохо слышно. Спасибо. Постараюсь погромче говорить. Лучше слышно сейчас? Это мой максимум, ребят, простите. Я очень сильно
Но мне кажется, в таком случае будет эффективно, если мы создадим прям тотальную тишину. Ну, вроде типа. Да? Микрофон там у меня. Да, вопрос? Выключить свет? Да. Ох, тут прям практически ничего не видно у вас. Я столько старался, там какие-то цвета и так далее. А тут на проекторе ничего этого не видно. Угу. Окей. Можно прям, наверное, на этот шнурок зацепить. Сейчас технические моменты, слышимость голоса будет, наверное, Так, приложение. Угу. Все, отлично. Так, постараюсь погромче. Моукапы помогают дизайнерам передать задуманное в мир. Это самый бюджетный и действенный метод, чтобы бизнес, заказчик наглядно через фотореалистичные примеры почувствовал концепцию. Мокапы достаточно популярный прием. Их разрабатывают дизайн-студии для последующих продаж дизайнерам, фрилансерам. Мокапы могут быть выполнены как в 3D, так и в виде фото. Для чего они в целом нужны? То есть, когда дизайнер выполняет какой-то заказ для компании, для бренда, путем мокапов это самый такой минимальный и доступный вариант передать все свои мысли. Это обычные картинки с возможными атрибутиками, там, не знаю, если компании необходима униформа, то, скорее всего, на этих всех мокапах будет именно эта униформа, и на ней будет расположен логотип и элементы идентики. Это супер экономит бюджет и, возможно, дизайнеру и разработчикам, но уже наглядно дает понимать всю суть. Достаточно полезная штука. Частенько бывает такое, что, особенно на уровне старта, бизнесу не нужен фирменный стиль, и чаще всего заказчик, скорее всего, это какой-то знакомый заказчик, обращается к какому-то своему знакомому дизайнеру и просит его создать какой-нибудь, ну, вернее, не какой-нибудь, а просто логотип. То есть он не понимает, что помимо логотипа есть необходимость в огромной идентике, ну, как минимум, в небольшой базовой. Угу. Проходите. Да-да-да. Просто логотип обычно разрабатывают для того, чтобы, ну, запостить эту картинку на аватарку, периодически где-то что-то как-то печатать и, может быть, на фасад здания. То есть самого по себе логотипа никогда не бывает просто достаточно. То есть это даже не минимум необходимого. В любом случае, если мы сейчас вспомним все эти предыдущие моменты, то есть у нас было агентство, простите, брендбук, идентика и гайдбук, либо даже просто логотип, то чаще всего заказчик получает определенную структуру всех этих файлов, всевозможных разрешений и форматов. То есть это такая вот структура, которая, ну, примерно может выглядеть так. Подытожим немного. Брендинг – это образ, соответствующий ценностям целевой аудитории, который строится на исследованиях целевой аудитории и на анализе рынка. Брендинг нужно поддерживать и развивать всегда. Заключайте контракт с дизайнерами, студиями и агентством на постоянное продвижение вашего бизнеса, не только разовое. Если что-то будет не работать, то всегда можно, в принципе, сделать и ребрендинг.
Кому доверить свой бизнес? Самый дорогой, но не всегда эффективный метод – это брендинговые агентства. Их в Таджикистане не могу сказать, что есть хотя бы одно крупное брендинговое агентство, но по миру это достаточно знаменитая практика, когда бизнес обращается именно к этим агентствам. Крупное агентство имеет все необходимые инструменты для реализации рабочего процесса. То есть здесь вы сейчас видите какой-то, возможно, небольшой минимум профессий, которые работают обычно на брендинговое агентство. Но, тем не менее, у таких агентств есть все необходимое абсолютно для того, чтобы ваш бренд можно было создать и продолжать вести. Вплоть до печати. То есть агентство берет на себя все головные боли, при этом чаще всего результат лучше, чем многие остальные. Но это супер дорого. Есть такой кейс, как in-house студия. Что-то примерно, даже не примерно, ну, в Алифе у нас как раз эта тема. То есть есть своя in-house студия, в которой есть также все необходимые кадры, начиная от видео и фото, заканчивая дизайном, копирайтингом и прочими другими вещами. Единственное, в Алифе нет только своей типографии, наверное, пока. Это единственный аутсорс. В принципе, для какой-то небольшой компании может быть достаточно иметь 50% этого списка, а все остальное иметь на аутсорс. Так будет, возможно, гораздо выгодней. Я тут написал, что видео-фото аутсорс. Скорее всего, потому что если, ну, это один из примеров, если для вашего продукта нет необходимости часто и регулярно использовать фотографии, видеорекламы, то почему бы периодически как бы не пользоваться этой услугой? Дизайнер-фрилансер. Их, ну, на самом деле очень много зависит от самого дизайнера, дизайнера-фрилансера. Я в той стороне тоже был, знаю. Есть реально такие дизайнеры, которые и в силу своего опыта, образования, таланта могут создавать стилистику не хуже, чем студия или огромное агентство. При этом фрилансер может стоить гораздо дешевле, он может быть свободен, он может хвататься практически за любые проекты, ему всегда это все интересно. Но, к сожалению, чаще среди дизайнеров-фрилансеров очень много новичков. И в этом, в принципе, нет ничего плохого, но обычно новички на старте своего пути не могут реализовать прям полноценную рабочую идентику. В любом случае, даже если у стартапа или у компании... Дизайнер-фрилансер – это все-таки опасная такая штука для компании? Это не опасно, это, наверное, 50 на 50. То есть можно попасть и к хорошему, да, дизайнеру, можно и не к очень. И тут очень сложно, как бы, то есть нужно, скорее всего, доверять, может быть, каким-то советам, опытам. Как минимум вовремя не будешь получать. Ну, это да. Особенно по срокам, это другая история, конечно. В любом случае, имея хотя бы одного дизайнера, не обязательно в штате, но просто где-то здесь у себя недалеко, то бизнес как минимум хорошо сэкономит и будет всегда немного поддерживать свое состояние. Есть такая штука, она с небольшой иронией, это агентство полного цикла. Не обращайте внимания как бы на само это слово, но обычно так называются какие-то небольшие конторки, в которых есть 2-3 дизайнера, возможно, есть один какой-нибудь лазерный принтер. Если у бизнеса нет как бы контракта с агентством, нет бюджета на студию, а с дизайнерами не везет, то это какой-то такой единственный случай. Но здесь чаще всего такие именно агентства, они выдают не самый лучший результат. То есть от них обычно стоит ожидать какие-то заезженные стоковые фотографии, которых, ну, наверняка вы видели, одни и те же фотографии, когда появляются, повторяются у многих компаний. Это обычно какие-то шаблонные штуки. И
Обычно такие агентства, они стараются экономить практически на всем ради буквально только своей выгоды. То есть здесь, наверное, это единственный момент, когда стоит быть с ними максимально аккуратнее. Но опять-таки у них есть своя аудитория. Спасибо, что они есть у друг друга. Без них никуда. Проект выглядит качественным, когда в его образе все продумано до мелочей. Если ваша аудитория ощущает это всеми своими органами чувств, то вы на верном пути. Здесь насчет всех органов чувств тоже, да, понятно, потому что вначале я говорил, что есть не только визуальная идентика, но и идентика, которая может отвечать за другие органы чувств. Это тоже очень важная вещь. Если, скажем, у вас бренд завязанный на каких-то других органов чувств, то как бы вот эти вот правила, они продолжают расписываться. То есть это отдельные гайды. Слушаю. Просто хотел спросить, что Ага. вы думаете насчет того, что произошло с Jaguar? Произошло с кем? С компанией Jaguar. Ягуар. Я не знаю, я не видел, что с ними в последнее время происходит. Да, я понимаю, что это автомобиль. Ага. То есть они убрали своего Ягуара? Рейтинг в стиле бренда одежды люкса, вместо того, чтобы сделать это как авто. Ага. Ну, я точно уверен, что в Ягуаре сидят достаточно умные и грамотные ребята, и, скорее всего, они провели какое-то исследование. Ну, может быть такое, что они свернули не туда, но, наверное, покажет только практика. Я обязательно посмотрю, что они там натворили. Но обычно всегда в лучшую сторону. Нет? Не в этот раз. Хорошо. Сейчас я хочу рассмотреть несколько... По предыдущим всем словам есть какие-то еще вопросы? Ага, все отлично. Несколько локальных кейсов. Начну с первого. Это Obizulol. Речь не о франшизе RC, то есть мы не говорим о RC-коле, о всех вот этих вот шипучках, а именно о Obizulol. В 2000 году я впервые помню, как встретил этот бренд. И тогда я помню именно свои ощущения того, что я был удивлен, приятно удивлен тому, что у нас где-то здесь неподалеку могут производить такую продукцию. На тот момент это, может быть, в моей памяти такой первый, единственный случай, когда и бутылка, и дизайн, и в целом их подача была достаточно крутой. С тех времен особо ничего не изменилось. Я не знаю, может быть, кто-то помнит, крышки еще были с розыгрышами внутри. Да. За музыкальными центрами бегали и так далее. То есть это была та комбинация, когда и качество, и визуальная составляющая были на хорошем уровне. Я все еще большой фанат Obizulol. Я пью, предпочитаю эту воду всем, большинству каких-то даже зарубежных брендам. И на самом деле всегда планировал и думал, что, может быть, однажды смогу сделать что-то полезное для Obizulol. И вот сейчас не факт, что мы к чему-то полезному придем, но можно будет немного разобрать этот кейс. За недавнее время обновилась линейка столовой и минеральной воды. Это именно стеклянная бутылка с национальным узором в стиле вышивки чакан на своей этикетке. Также Obizulol за последние, может быть, полгода запустил свой Инстаграм, по которому видно, что компания взялась за продвижение на цифровом рынке и идут в достаточно верном направлении. То есть они начали использовать очень интересные фотографии, качественную съемку и графику. В образе появилось больше национального колорита, и как в фотосессиях, так и на самой этикетке. И в целом видны прям такие серьезные улучшения, в отличие от чего-то предыдущего. По названию и логотипу. В названии есть два слова латинскими буквами.
В данном случае это транслит, то есть эти латинские буквы, в принципе, ни один из других национальностей, как таджик, прочитать и понять не сможет. Это название, в принципе, ничего не говорит зарубежному какому-то потребителю. Если Obi-Zulol является прям таким бренд-неймом, то, возможно, стоило бы избавиться от Obi и оставить только Zulol. Это вариант слева. Потому что в любом случае, если присмотреться к дизайну, то они повсюду пишут, что это Obi-Nushuki, либо столовая вода, и как бы дублировать информацию нет никакой необходимости. Поэтому просто Zulol и Obi-Nushuki. Либо второй вариант, можно оставить только кириллическую версию, потому что никакого другого английского слова на бутылке нет, и у нас остается всем заметная и всем понятная кириллица с полным названием Obi-Zulol. Это один из вариантов. Логотип состоит из символа и образа. В символе мы видим знакомый национальный узор. Вот он. В образе ледник, гору и что-то вроде кристаллов. То есть вот есть кристаллы, ледник и, скорее всего, гора. Вода, насколько я изучал, она добывается больше из скважины, славится своим суперкачеством и возобновляемым ресурсом. Но по логотипу складывается ощущение, как будто это больше горная и ледниковая вода. Да. Передача сразу нескольких образов на логотипе характерна больше духу 2000-х годов. Сейчас нет необходимости перегружать так какой-то знак. Есть разные методы передать всю необходимую информацию разными путями. То есть это и сама бутылка, ее форма, ее текстура, фактура, цвет и разные другие приемы. Поэтому было бы очень хорошо сфокусироваться на каком-то одном образе и всю остальную картину дополнять сопутствующими узорами, колоритом и чем-то прочим общим. У пластиковой бутылки есть очень интересный такой запоминающийся характерный паттерн, рельеф, который также было бы, мне кажется, интересно и хорошо заметить его на стеклянной версии бутылки. Именно это придало бы ей какую-то уникальную характерную часть. Говоря о стеклянной бутылке, я не знаю, у одного меня или нет, но вот на иллюстрации слева, на фотографии, складывается ощущение, возможно, благодаря застолью, что эта бутылка не совсем вода. Да. Она притворяется немного чем-то другим. И сама по себе форма, она на самом деле достаточно классическая. Она больше напоминает что-то советское, когда одна единственная универсальная тара использовалась и для лимонадов, и для каких-то спиртных напитков. Поэтому, как минимум, наверное, стоит поработать над пропорциями самой этой бутылки. Возможно, сделать горлышко чуть потоньше или поуже, повыше. Обязательно пересмотреть саму форму. Здесь, как минимум, мы видим три разные стеклянные бутылки разных форм. Ну и у всех у них примерно один и тот же вид. На этом про Obi-Zulol все. И следующий бренд – это Shiri Dushanbe. Тоже, да? Осталось 5 минут? Серьезно? Постараюсь побыстрее. Кейсов на самом деле побольше. Я очень хочу, чтобы мы все понимали, что ни один из этих кейсов, он точно не рекламный, он не, я не пытаюсь кого-то, возможно, задеть или обидеть. Но есть случаи, которые прям нуждаются в полноценном масштабном обновлении. При этом, конечно, сохранив свой какой-то уникальный предыдущий образ. В логотипе Shiri Dushanbe есть несколько интересных вещей и есть вещи, которых точно нужно избавиться.
Мне очень нравится, на самом деле, этот образ этой девочки. У нее платье в форме ромба, может быть, ручки и вот этот вот бидон с молоком. Чувствуется какое-то такое советское наследие, потому что компания достаточно взрослая, но точно нужно поработать над головой. Этот момент прям нуждается в том, чтобы его перерисовали. Так выглядит страница Шири Душанбе на Facebook. Не будем говорить ничего про саму основную фотографию, тут все видно. Скажем про логотип, то есть благодаря его форме его даже тяжело вписать в какие-то современные площадки, то есть он не вписывается просто в обычный кружок Инстаграма и Фейсбука. Так выглядит вся, ну, возможно, не вся часть продуктовой линейки Шири Душанбе. И обратите внимание, что ни у одной упаковки нет ничего характерного, что могло бы подсказать, что ты берешь ту же продукцию в той же компании. Если не присматриваться только, наверное, к логотипу, то в остальном, купив кефир, навряд ли можно понять, что вот этот фруктик, он же сделан тем же заводом. И это определенно минус. Но самый огромный минус – это когда компания думает, что может, скорее всего, поднять свои продажи путем того, что сделает копию либо пародию на какой-то другой бренд. В данном случае сливочное масло Аркон написано здесь, а Анкор, по идее, в оригинале, да, и сыр Виола. Обычно такие штуки сразу наводят на мысль, что это фейк, это подделка, это качеством гораздо хуже, и это того не стоит. Никогда в жизни не стоит как бы идти по этому пути. Что необходимо сделать? Единый стиль в упаковке. Таким образом, вся линейка продукции будет ощущаться единой крепкой компанией. И необходим сам рестайлинг логотипа. Можно оставить, в принципе, его цвета, но поработать над формой. Обязательно необходимо качественные рекламные публикации, не использовать какие-то клишированные образы и стоковые фотографии, обновить сайт и, конечно, заполнить его грамотной фотосессией, так как они в основном показывают каталог своей продукции. И все это обязательно сработает на узнаваемости и усилит доверие к самой компании. Еще меньше времени и еще быстрее постараюсь показать один из недавних удачных, хороших кейсов. Это хлебзавод. Они выполнили очень интересный рестайлинг, смелый где-то местами, потому что используется черный фасад. Ребята достаточно внимательно относятся к каким-то своим деталям. У них есть униформа и даже сам логотип, знак, несмотря на суперпопулярную форму пшеницы. Наверняка все хлебобулочные изделия делают этот знак, но учитывая наш рынок, это работает и будет работать. Арка, тоже один из прям таких интересных примеров. Ребята настолько лояльны к своей аудитории, скорее всего, даже они выделили определенное парковочное место для, возможно, и своих сотрудников, возможно, и для своих клиентов. То есть там прям несколько парковочных мест, и все они выполнены прям очень грамотно. В интерьере обычно используется национальный такой колорит. Причем это нарисованные работы Фаруха Нигматзаде, не просто какие-то распечатанные варианты. И также Арка, конечно, хорошо уделяет внимание и своим дополнительным атрибутам. Единственный огромный минус, на мой взгляд, это пластиковая упаковка и пластиковые пакеты. То есть именно эту часть стоило бы изменить, как минимум, потому что пластиковая упаковка нагревается и плавится, когда туда добавляются какая-то горячая еда. Шикарнейший тоже кейс. Не видел более внимательных к своей идентике ребят.
Наверняка многие из вас знают про это заведение. Не буду на нем долго сейчас задерживаться. Еще один из кейсов – это Nori. Ребята большие молодцы. У них и идентика достаточно хорошо развита, и при этом их каждый пост, он выглядит некой единой своей стилистики, что тоже похвально. Еще несколько брендов, но о них я уже точно рассказать не успею сейчас. Продукт и сервис важнее визуального стиля. Даже самая крутая студия никогда не удержит вашу аудиторию, если вы не справитесь со своим качеством продукта и сервисом. Если на вашем рынке уже сервис развит и продукт у вас хороший, то в таких случаях уже можно вкладываться и на визуальную часть. Никогда не останавливайте работу над брендингом. Даже если у вас нет особой цели развиваться и улучшать, я не знаю, такие примеры есть, может быть, не буду называть, ладно. У них возникает ощущение, что у них уже все хорошо и все прекрасно, но на самом деле параллельно развиваются и другие компании, и на их фоне та, которая имела уже когда-то свой успех, начинает просто блекнуть и гаснуть. На вопрос я не знаю, останется время или нет. Ну и да? Ага. Есть вопросы? Я включу. Слушай, да, Слушай. Угу. Можно вопрос? Да, конечно. Вы видели новый лого из Хатабанка? Да, да. Ну вот он мне не нравится. Как по-вашему? Понимаю вашу претензию. На самом деле, когда любая компания делает рестайлинг, первое какое-то время очень большая часть аудитории видят в нем только минусы. Мне кажется, из Хатабанк пошли в такой минимал некий, достаточно сейчас трендовый. И тут, скорее всего, просто нужно будет какое-то время подождать, переждать. Может быть, они дополнят этот знак, может быть, мы к нему привыкнем. И после, если увидим их предыдущий, мы скажем, да, точно этот был получше. Таких примеров очень много. Каждый раз, когда Alifmobi обновляется, когда обновляются какие-то продукты, все в комментариях пишут, нет, вот старая версия была лучше, верните нам старая. Но когда проходит время, человек начинает понимать, что действительно обновления были в лучшую сторону. Спасибо. Okay. То есть нужно время, потому что у нас есть привычка, да? Да, это визуальные образы, которые у нас сохраняются, они, не знаю, как-то по-определенному начинают на нас работать. Иногда нужно, наверное, постараться понять и подумать, ну, не знаю, куда и в какую сторону. Ну и к тому, окей, думаю, ответил. Еще вопросы? Спасибо, да, был вопрос. Работайте. Больше вопрос как от фрилансера, например, если приходит заказ, и заказчик говорит, что я сделал просто логотип. Когда я спрашиваю, в каком стиле, например, иллюстрационный или текстовый логотип или что-то такое, он либо не знает, что хочет, либо хочет все везде и сразу. Да. Что вы можете посоветовать? Совет один. Тебе как дизайнеру необходимо предложить какие-то варианты, объяснить, чем отличается один вариант от другого варианта. То есть ты максимально должен всю его головную боль принять на себя. То есть ты должен решить именно его случай, а не советоваться с ним. То есть ты можешь с ним советоваться в плане его бизнеса, его каких-то направлений, но в плане графики специалисты. И как бы бизнес должен доверять тебе. Если этот коннект не срабатывает, нужно искать либо какие-то другие пути, либо уходить в другую сторону. Еще? И еще был вопрос, да. Здравствуйте. У меня такой вопрос. Большинство компаний, у них есть брендбуки. Брендбук, мы понимаем, что это реально нужная вещь, это паспорт бизнеса. Особенно, когда ты работаешь в сфере, как я сказал, фриланса. Очень многие компании, когда ты приходишь как специалист, защищаешь свою позицию и говоришь, что брендбук это важная часть, но он не везде нужен. Потому что когда ты его тотально используешь, особенно в соцсетях, это больше про креатив, больше про узнаваемость. Когда вы используете стилизацию брендбука тотально, он уже начинает выглядеть как какое-то учреждение. Каким образом донести мысль, да, вот, что креатив
важен, но брендбук и его стилизация, тотально она нигде не должна присутствовать. То есть не обязательно, чтобы она прям... Понял. Со своей стороны, как театр, да? Здесь... Как вот в целом донести до руководящей аудитории, что брендбук – это паспорт, но иногда можно дойти от этих стандартов и... Я бы посоветовал, скорее всего, для начала создать просто идентику, визуальный стиль, к нему какие-то гайдлайны, и только после, если бизнес развивается, если прям есть в этом острая необходимость, то уже в разработке самого брендбука. Но брендбук процентов 90 случаев именно локального бизнеса, он не соблюдается. То есть даже если заказчик купил брендбук там, за какую-то определенную сумму, то спустя какое-то время заметно, что ни одна из этих частей брендбука не соблюдается, кроме, возможно, там каких-то элементарных вещей. А он вообще нужен? Вот именно его обязательно тотально использовать? Или все-таки можно где-то работать? Только для крупного бизнеса. Вот, допустим, в офлайне его использовать, а в сфере соцсетей? Брендбук входит и офлайн, и диджитал, и все остальные параметры, и плюс еще позиционирование компании, и там, над брендбуком работают не только дизайнеры, там работают и маркетологи, ребята, которые прям исследуют рынок, и это все в совокупности. То есть, чтобы создать брендбук, нужна огромная студия, либо агентство. Это я понимаю, я перефразирую вопрос. Я имею в виду, что на ваш взгляд, ваши рекомендации, везде ли он нужен? Нет. Только для крупного бизнеса. Допустим, офлайн больше стержня, а онлайн, допустим, это как-то... И там нужны на первых параметрах только гайды. Гайды и визуальный стиль. Да, спасибо большое. Спасибо. И у нас буквально несколько секунд, Куршат, для того, чтобы вы определили, кому вы дарите книги. Вопросов мало было? Вообще, да. Ага. У вас есть вопрос? Ну, давайте вот вопрос? так. Ага. Да? Давайте последний вопрос. И дальше все желающие могут во время кофе задать вопросы спикерам. Vale. Да. Насколько... Конечно. Да. В первую очередь нужно ориентироваться на целевую аудиторию, на свой продукт, и только после уже подходить к разработке брендинга. Если, скажем, у тебя какая-то спортивная одежда, и ты знаешь, что у тебя ее покупают в основном парни и девушки в возрасте там, 25-30 лет, то, скорее всего, изучив, кто они именно, ты сможешь понять, насколько креативное твое решение должно быть, или более стандартным, или более классическим, более спортивным и так далее. То есть все зависит в первую очередь от понимания своей аудитории. Спасибо, Хуршет. Спасибо вам. Да. Спасибо большое. Книга, кому вы ее дарите, и мы приглашаем следующего спикера. Так, здесь есть... Который да или нет, да? Давайте. Взяли бы вы на себя ответственность для рестайлинга шили Душанбе? Да. Так, я, как минимум 3, могу книжки, по-моему, подарить? Да. А кому что интересно? Стратегический маркетинг. Не тем, кто вопросы задавал. Да? Пожалуйста, проходите. Или сюда, поближе. Давайте, да, я буду передавать, и мы таким образом ускорим время. Как тебя зовут? Асадбек. Важные связи, трансформация мышления. Иди туда, где трудно. Выбирайте. Нейрокопирайтинг. Можете еще раз? Я еще обложки могу показать, потому что нужно по ним судить. Я очень раз Тест-драйв не советую по обложке. Как? Белую? Ага. Так, и еще одну книжку. Кто задал вопрос? Не было оттуда вопросов. Вот молодой человек задавал вопрос. Да. Какую?
Black. Black, Да, окей. да. Отличный выбор. Да, Держите. Так, все? Не этот? Ага. Спасибо большое, Хуршед. Если Спасибо мы вам. в скором времени увидим измененную продукцию Шири Душанбе, мы понимаем, да, после Но всего вдруг это буду не я. Да, да. Да, поэтому... Спасибо вам. большое, Да. спасибо. Спасибо.